Конституции четко указано, что каждый имеет право на здоровую окружающую среду, на охрану своего здоровья. И это, конечно, безусловно, связано с экологией, состоянием экологии. Вся жизнь кочевника, традиционная жизнь кочевника, его жизнедеятельность, она основывалась на экологической этике. Ну, мне кажется, опять же, экологическое сознание очень тесно связано вот с традиционными знаниями, когда человек уважает среду обитания, уважает природу. Это, конечно, немножко, наверное, из язычества даже, да, но мне кажется, это очень схожие понятия, когда человек ни в коем случае не принесет вред среде обитания. Это впервые произошло за 20-летний почти период, когда в Кыргызстане вопросам экологии стали уделять такое первостепенное значение. Во-первых, статус министерства повысился. Раньше было Госагентство охраны окружающей среды. У нас есть закон, самое главное, об охране окружающей среды, есть закон об охране атмосферного воздуха, и есть другие законы. Лесной кодекс, природоохранных законов очень много. Если мы их посчитаем, действительно их будет чуть больше 10. Я за многократную депутатскую деятельность обратил внимание, что практически ни одно решение в этой отрасли не было реализовано. Все структуры, которые вот в настоящий момент в государстве присутствуют, и они занимаются природоохраной, они природоохраной занимаются только вот на словах, а на деле практически ничего не делают. Мен Талғат Қуанышбеков Манас университетінде оқимын. Қырғыз-түрік Манас университетінде. 4-ші курстың студентімін. Optima 7 деген аппаратура, атайын газ анализатор. Байке мен дипломный работа жасап жатқанмын да. Ошого чыккан түтүндөн чыккан газдарды издеп жүргөм, өлчөпчү. Бензин, газ мененчи. Газ. Мен ошо газ паркин бензинди артырбай, ошо экого керек болчу да мага. Сиз жүргүзүп берип коесуз, өлчөп алат элем, сизге айтып берет элем канчалык выброс чыгып атканын. Экология. Жок, дипломный работага эле. Я просмотрела поговорки о воздухе, да, о чистоте воздуха. Я ничего не нашла. И я не удивилась, потому что раньше не было такой проблемы, что воздух загрязнен. Поэтому о чистоте воздуха у киргизов никаких табу нету. В первой тройке, в первой десятке мы постоянно, да, по этому антирейтингу, по загрязнению воздуха. Но это было потом. Да? То есть к этому мы всему пришли постепенно. А тогда, это был 2017 год, ноябрь, появилось первое приложение Абакиджена, тогда называлось, и там можно было отслеживать данные актуальные, они обновлялись каждые 5 минут с 3 точек нашего города. И вот так началась наша информационная кампания и вообще борьба за чистый воздух в нашем городе. Приходилось разговаривать с иностранцами, которые первый раз прилетели в Кыргызстан. Они в аэропорту Манас, сходя с трапа, первое, что почувствовали, это запах горелых тряпок. Первые ощущения вот в голове засели и остались, что у нас не все хорошо с экологией. Эки миң оборотто кармап берип кое аласызбы? Эң зыяндуу деген углекислый газ эле 4000-ге чейин чыгып кетти да болчу. Ну что ты хочешь, 93-й год уже. Эски, конечно. 2003 болсо, хотя бы жок. Катализатор менен болсо. Эчтеке болбойт. Вообще, само происхождение этого термина, оно относится к двум терминам. Это smoke, это как дым на английском, да, smoke, и fog. Fog — это туман. То есть, когда дым и туман соединяются, мы получаем smog. Smog is like a chemical cocktail. A lot of different kind of harmful air pollutants in the atmosphere.
we are talking about volatile organic compounds and the chemical reactions in the atmosphere. Есть аляскинский смог, где повышенная концентрация озона приводит к негативным последствиям. Есть лондонские смоги. Это влажный смог, где тоже преобладают, был вернее, уже давно нет, где преобладают дымовые составляющие и своеобразные погодные условия. Да тут не надо быть специалистом, когда ты выходишь на улицу и через какое-то время у тебя голова кружится, это не от свежего воздуха голова кружится. Если я был молодым человеком, мы вытряхивали ковры на белом снегу, эти черные пятна оставались целый месяц на снегу, а вокруг все белое было, то сейчас через день снег становится черным. Правда, мы и снег забыли уже последние 2 года. Жайында келіп жүріп эле көнүп кеттик да бияқачы. Таза абага, салкынга, анан келинчегибиз экөөбүз акылдашып атам менен апам менен сүйлөшүп туруп эле мен жогору жакка эле көчөйүн, кичинеден үйдү кура баштайын. Шартыбыз дагы 1 жылда бүтүп салчу эле шарт эмес эле, ошо 3 жылда бүтүрдүк, Кудайга шүгүр. Ушак тоонун жээгинде шамал катуу болот, мындай түтүн үстүндө эле турбайт да биякта. Ошон үчүн бияка биринчи эле себеп ошо болду. Смог менен жайкы ысык. Ошондон качып келдик, ачык айтканда. В основном мы говорим о смоге, когда начинаются холода. Действительно, это отопительный сезон, где-то с середины октября до середины марта мы сталкиваемся с сильным загрязнением воздуха. Because in the winter time you have also this kind of meteorological condition that there is like a roof above the Bishkek city. Выхлопные трубы автомобилей, трубы котельных, трубы печей частного сектора, они начинают остывать. Остывая, они прекращают движение вверх. И те частицы, которые, особенно аэрозольные частицы, их еще называют твердые вещества, которые находятся в выбросах, начинают конденсировать на себя капельки влаги. И в результате образуется дымка или туман. То есть сам туман становится очень вредным, токсичным. И человек, получается, вдыхая воздух, насыщенный вот этим вредным водяным паром, получает своеобразный ожог легких. Последние исследования ВОЗ показывают, что плохой воздух присутствует во многих странах, не только у нас и не только зимой. Индия, например, тоже один из лидеров по смогу, хотя это теплая страна. И примерно 7 миллионов человек в год умирают от последствий загрязнения воздуха и смогов. Но 95% этого числа приходится на слаборазвитые страны. Страны, которые не могут себе позволить дорогие экологические мероприятия и, скажем так, для них это не является первоочередной задачей. Ну вот представьте, 7 миллионов в год. Мало это или много для планеты? И вот в этом, наверное, есть основная проблема наших властей, что они не воспринимают эту проблему смога как угрозу здоровья нации, да? В первую очередь. Потому что мы не видим быстрый такой эффект, как от ковида. Люди не умирают замертво, однако есть ужасающий пример, например, лондонский смог. И вот эта комбинация осталась в городе в течение недели, даже больше. И по данным правительства, в течение этого времени погибли 4000 людей. Круглый год мы наблюдаем
превышение нормативов по таким показателям, как оксид и диоксид азота. Основным источником его является автотранспорт. 500 тысяч на наш город, на миллион населения. Это получается сколько у нас? На каждую семью, да, у нас там 1-2 машины. Мне заметно, как иностранец в Бишкеке, что очень дешево стоит иметь частную машину. Например, парковка в городе практически бесплатна. И это просто безумие, потому что это дисбаланс между видами транспорта. Город не для людей, а город для машин. То есть основные выгодополучатели нашей вот городской жизни, там, всего нашего жизненного пространства, это машины. Вот этот вот автохлам. То есть машины у нас везде. На улицах, на тротуарах, в парках, во дворах. То есть места людям уже практически не осталось. Значительная часть машин, которые в городе Бишкек, они без катализаторов. То есть вредные вещества напрямую оседают в нашем воздухе, в наших легких. Но ее срезают, потому что там есть какие-то металлы, их продают, ну и так далее. То есть в этом году запретили экспорт этих катализаторов из Кыргызстана, тем не менее на НЛФО куча объявлений, что скупают эти катализаторы. А насколько эффективна была тогда эта мера, у меня большой вопрос тоже, да, к исполнительным органам. 12 литр етіп ата. Катализатор бұларда болады, өзі? Бар, алынған емес радына. 80 000 сом деп звонит это. Катализаторды? Предлагатель будет. СО 1405, 1,5 мың болып қалды ма? Загрязненный ма? Орточа деп айтса болады да. Өте көп загрязнение жоқ. Аппарат көйгенде кішкене көйді. 2300-ға чейін шықты, 2000 аппаратта. Қайсы? Ол бұл? Ескірек пе бұл? Окраскадан алып қойып пе екен катализатор? Білінеу дейін алып қойған? Білінбейді. Мен біліп қалдым да. Қандай? Шамелден шығарып тұрып. Кияқ апияйс. Чекті замазат етіп қойды да. Күйбейді қақтанда. Қапшым жоқ. Директик апарсам, тоже таңғалған. Чекіп барса, ішіне герметик шоқ. Қайсы жылғы? Қайсы? Машина? 18. 18. Объем? 2 цилиндр хал. Ордына сетка тыйып қойды. Сетка катализатор жоқ. Айна қалады кем? Шофқа кесіліп қалады? Кеспейді тұрып алышқа. Кеспей шығау, шығады кен. Демесін шығарып тұрып тафлайды да. Майдана ғана бөліп саршы. 89 жылғы болған болса, ал несін жашырасын? Бару жоқ, бұл менделе қарағаным жоқ. Бағала, катализатор. 2 жыл болды алғаныма, 2 жылдан бері айдап жүрем. Болса жақшы, болмаса нарушение да. Экологияны бұзған боламыз. Почему люди покупают машины? Потому что нет общественного транспорта, который комфортный и который позволяет тебе чувствовать себя человеком просто, да, который не унижает твое человеческое достоинство. Почему я езжу постоянно на машине? Потому что с моего района прямого транспорта и комфортного транспорта вот для того, чтобы доехать до работы, нету. И мне приходится иногда вызывать такси, либо ждать по 40 минут маршрутку, поэтому мне приходится пользоваться транспортом.
Helsinki metropolitan area is approximately 1 million people. It's the same size as Bishkek. And we have a very good public transportation system, I would say myself, in Helsinki. Basically, we have almost every kind of public transportation available in Helsinki. We have a metro, we have a trams, we have buses, and in buses we have also electrified buses and gas buses. So clean technology. And we are building a new bicycle routes also all the times, every summer. Tens of kilometers new bicycle routes, so that we try to motivate people to use bicycles for the transportation. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет Бишкек ждет трансформация в плане велосипеда, потому что все больше и больше людей будут кататься на велосипеде. Не только потому, что экология — это второстепенное, первостепенное то, что уже ездить на машине, парковаться или ездить в маршрутке становится в Бишкеке все сложнее и сложнее. 265 деген маршрутка жүрөт. Шаарга чейин жетиш үчүн 1 саатта кетип калат да. Ош базардан бияка чейин келет. Биякта көп эле маршруткалар менен эле жүрөт. Анан көп учур биздин машиналарда чакан машиналар баягы экономичныйраак. Азыр кичине бензин убактылуу кымбатына байланыштуу. Автобус жок биякта каттабайт. Болгону 3 эле маршрут каттайт. Автобуска отурасыңарбы, маршрутка барабы? Маршрутка отурабыз, бир эле маршрутка менен жүрөт. Порядка 70% смога в Бишкеке это результат действий наших автомашин, то есть выбросы. Порядка 20% это дым, который в зимний период выходит с труб наших домов, то есть это отопление частного сектора. 7-8% это ТЭЦ города Бишкек, и оставшиеся 1-2% это локальные поджоги, это жгут мусор, листья, резину, либо бани какие-то. Согласно вот тем имеющимся мнениям основным, да, допустим, госорганы, в частности, Государственное агентство по охране окружающей среды, оно неоднократно говорило о том, что основным источником является транспорт. Однако наше исследование, оно очень четко показало, что основным источником загрязнения и источником смога в Бишкеке является частный сектор. Мы точно знаем, что это отопление, сжигание угля и транспорт. Вот. А что загрязняет больше, мне кажется, это вторичный вопрос, не менее важный. Если нам удастся хотя бы снизить загрязнение одного из источников, это уже будет большой прогресс. — 17 декабря 2019 года. Город Бишкек. Ё-моё! Вы видите, да? Базара нет. Ебацкий. ТЭЦ вижу. Дальше ничего не вижу. Ёперный театр. И вы там друг друга хоть видите, да? Не задохнулись? Все живы, здоровы. Ёперный театр. У нас есть здесь свалка, которая постоянно дымит. Мы эту свалку потушить не можем. Только потушили, вот однажды, вот недавно потушили, она снова вспыхнула. И вот она горит, тлеет, и это все, опять же, через воздух оседает в виде пыли и к нам прямиком в легкие. То есть все те, кто живет в городе Бишкек, дышит этой свалкой. Неважно, вы живете в южных микрорайонах или вы живете возле свалки. Вы все равно будете дышать этим воздухом. Людям, экологам, экспертам говоришь, что, ребят, у нас свалка 25 лет не тушится, никто не верит, потому что, вообще проблема старых свалок и их возгорания, она существует во всем мире. То есть они горят, периодически горят, но каждый раз их тушат, а у нас просто 25 лет, никто, к ней не подходит, просто она горит и горит. Он горел десятки лет на данный момент. Таких больших
очагов возгорания не наблюдается, поскольку начала проводиться активная работа. Свалка, она будет гореть, потому что создаются условия для ее горения. Когда мусор сталкивается сверху вниз, и получается ветер ее поддувает, и он пока летит вниз, во-первых, он не утрамбовывается. А по идее мусор должен утрамбовываться и засыпаться инертным материалом. Вот этого не происходит. А он, получается, рыхлый, слетает вниз. Склоны вот этого обрыва, они все рыхлые. Если ветер поддувает, он все время будет, как бы там же внутри происходят процессы тоже тления, горения, и постоянно это будет поддув идет постоянный. То есть там вот такой своеобразный очаг. Вот эти работы по тушению пожара мы планируем завершить март-апрель 2022 года полностью. So in Finland, for example, we are collecting the gas from the landfill by pipes. So we are collecting the gas from the landfill, and we are also using that for the energy production. So we are collecting the gas, and there is a power plant utilizing the gas from the landfill to produce electricity. So that's also in the kind of the recycling, waste to energy again. So the good management of the landfill is very important, so that you don't have that kind of situation that the wastes are burning there. That's of course, that's a sign of the very bad landfill management. Самое, что цинично, я говорю, когда вы у себя, скажем, в огороде захотели сжечь собранные листья, и, скажем, ваши соседи пожаловали на вас, на вашу деятельность в муниципальные службы, к вам приходят с мэрии, приходит комиссия, говорит, вы нарушаете экологические законы, вы загрязняете воздух, и вас штрафуют. Но при этом, я говорю, больше 25 лет горит их личная свалка, муниципальная, причем горит не просто там где-то локально там и в какое-то время. То есть там гектар горящего вот этого мусора токсичного, который столб дыма и зимой, и летом, и при этом молчок, и как будто, знаете, ничего не происходит. Вот цинизм. Да, это было, это давно было где-то, тоже до 18 года мы оштрафовали, это со стороны Госэкотехинспекции, были штрафные санкции, были приняты меры наказания, административное наказание. Это такие документы есть, но в данный момент у нас нет никаких там меры. Какое административное наказание вы привлекали? Административное. Мусорный полигон – это юридическое лицо, получается. Это городская мусорная свалка. Мы оштрафовали, руководители оштрафовали и выставили иски. Токтобойт бул жак оту. Мен билгенден почти 15 жыл болду. 15 жылдан бери ушунду түтөп келип атат. Чоңдор келгенде өчүрмүш болуп калышат. Кайра эле ушул акыбалга түшөт чоңдор кеткенден кийин. Калыс ордодон буягы, тиягы буягы укмуш. Ушунун баары атырап жатат. Мына мен ооруп атам, кетейин деп атам. Нарын менен жакшы экен. Эшикти сыртка кийим жайсак деле, кийимибиз деле нормально кургабайт. Кайын наоборот мынтип
кир болуп калат да. А кышында болсо тем более мындай неме көрүнбөй калат. Көчөгө чыксаң кадимкидей мына прожекторлор күйгөндүчү кадимкидей эле түтүн каптап турат. Эми айылдан келгенге ушу жыт келгенде бар эшик терезени жаап үйдүн ичинде аябай жөтө элебиз да. Жаң келгенде тумчугуп качып чыксам, азыр көнүп калдык. Көнүп турбайбы адам деген. Что касается ТЭЦ, это еще предстоит изучать этот вопрос. Мы знаем, какое количество угля потребляет ТЭЦ, да? Однако труба настолько, она прорезает вот этот слой инверсии. И что такое слой инверсии? Вы можете посмотреть на фотографиях или на видео, когда мы четко видим голубое небо, да, вот выше, а ниже уже смог, да, и вот город этой пеленой покрыт. По ТЭЦ, значит, мы сделали анализ, почему ТЭЦ это сжигает непроектное топливо. ТЭЦ был запроектирован на карагандинский уголь. Почему-то потом произошла его замена на другие марки топлива, и сейчас с этим вопросом разбираемся. Проектным углем является тот уголь, на который произведены все расчеты при строительстве станции. У нас ведется жесткий контроль за отслеживанием за калорийностью, зольностью, влажностью. Там много очень показателей этого угля. Перед тем, как покупать уголь, мы выставляем технические условия, в котором вот эти все параметры у нас прописываются. Поставщик, который соглашается на эти условия, он обязан нам поставлять именно с теми параметрами, которые мы требуем. У нас еще в Бишкеке есть так называемая горно-долинная циркуляция, когда в зависимости от суток, от дня, времени дня, у нас может быть ветер как из долины, из города в горы, так и из гор в город, что обеспечивает продуваемость. Но вот как раз-таки вот эта застройка Южной магистрали, она и препятствует вот этой продуваемости и вот этому нарушению розы ветров, о которой часто говорят специалисты. Я могу опровергнуть эти утверждения, эти предположения граждан. Почему? Потому что мы сами изучали тоже вопрос, насколько это правдоподобно, это утверждение. И у нас в городе нет, плотным рядам не стоят у нас небоскребы, как в других городах мира. И они никак не могут перекрыть потоки воздуха. И поэтому я не соглашусь с таким мнением. Очень сильно развивается строительная сфера. Мы видим, что очень много документов разрешительных были получены, допустим, в 2014 году, в 2010 году. Сегодня уже не найдешь, кто прав, кто виноват. Да? Даже если мэрия в суд, в прокуратуру обращается, то это довольно сложные процессы, уже постройки есть, и их никто не собирается сносить. Хотя Эмиль Джапарович Шукуров, он говорил о том, что нужно преподать урок всем и снести все то, что настроено там, где не положено. Со мной могут не согласиться, но я считаю, что коррупция во всех госорганах, она к этому привела. Коррупция, страшная коррупция. Документы за деньги покупали, разрешения на земли, на строительство. Это все к этому привело. И Госархстрой, где должны были, наоборот, защищать, говорить, нет, по генеральному плану города Бишкек здесь строить нельзя, они где надо, где удобно им, здесь можно строить. Где неудобно, допустим, деньги не дают, нельзя, оказывается, строить. И я таких мест очень много знаю, где они запрещали строить. Запрещали, прям у меня даже письма есть. Но потом, видимо, им деньги заплатили или что, они сами готовили разрешение и говорили, нет, можно здесь строить. Есть такое.
что мы нарушили какие-то коридоры. Коридоры потока воздуха. Это на нашей прибрежной территории, наши реки, это Аламиди, Аларча. На сегодняшний день они зажаты застройкой. Они естественные коридоры. Они служат естественным коридором для горного бриза, например. Для потока воздуха с гор, с верхней зоны. В этом смысле, да, мы в свое время в результате политики, дикой политики градостроительства мы уничтожили эти коридоры. İletiminden emez ha. Böyle. Stroykalar iletiminalar böyle. Çok siyahtı öyle sezilette alıp atıyla turup alıyorlar. İçine girsen hukmuş çürüyorlar stroykalar. Bunun içine çık. Вот все это началось вот очень активно в 90-х годах, когда люди захотели переехать в столицу в поисках хорошей жизни, работы. Приехать в Бишкек, где есть какая-то работа, какая-то налаженная инфраструктура, и когда ты не зависишь от выживания в малообеспеченных районах, и ведет к росту миграции. С одной стороны, возросла трудовая миграция в другие страны, ну, в первую очередь в Россию. Ну а внутренняя миграция – это переселение населения в те районы или в те города, которые могут, ну, обеспечить хотя бы какой-то достаточный прожиточный минимум. И людей здесь винить трудно, потому что государство не создает условий для того, чтобы человек мог работать там, где он живет непосредственно. Но находились те, кто захватывал землю и строил свой дом, потом уже ждал, когда можно будет это узаконить. Потом дальше больше. В 2005 году первая революция была, там тоже появились вот эти новые жилмассивы. В 2010 году новые жилмассивы. То есть сельское население, дети, которые выросли, у которых не было ни наделов, ничего, они вернулись сюда и получили же эти земельные наделы. У нас получилось по разным оценкам. Я где-то считал 46 жилмассивов разного рода. Практически это вокруг Бишкека они облепили полностью. Айыл жерлеринде 15 жыл, 20 жыл мурун жашоо кыйын эле болуп калды. Мисалы үчүн балдар чоңойду. Даже иштеңизден кийинки тыйын жок. Анан булар чоңоет экен. Барган сайын чоңойгон сайын расход. Анан кой шаардан балдар чоңоюп балдардан бери келип салып эле анан балдарды кеткиси келбей эле. Азыр эми 2005'ten beri may ayında göçüp gelgenimiz ошондон бери 2005'ten beri ушул жерде жашайбыз. Анан кийинки маалда ушул жерди уже эл отуруп калышып захват кылып баса баштады. Анан кийин эле токтом чыгыптыр деп. Анан бул жерди сатып алганмын, анан ушул жер жакты деп. Мы должны остановить рост столицы. Может быть, уже назрела ситуация, когда мы должны создавать, ну, если не вторую столицу, но какие-то города-спутники создавать, рассредотачивать город. Причем не такие жилмассивы, вот как вот у нас существуют, а именно высотки, целый комплекс высоток строить. Тогда мы можем как-то экологически более-менее чистые отдельные жилые массивы делать. Пока еще есть земля, но она с каждым годом уменьшится. То есть рассредоточение населения, это обязательно будет, потому что если у нас 6 миллионов живет в стране, из них 1 миллион с лишним живет в Бишкеке. И как минимум 200-300 тысяч каждый день приезжает, уезжает. То есть 1/3 населения здесь. Это, в общем-то, для многих стран катастрофа. Я был в Риме, я был в Ереване. Вот в Ереване, мне говорили, из 4 миллионов армян 2 миллиона живет в Ереване. Это большая проблема. 2 миллиона, половина населения жила в столице. Мы к этому идем потихоньку.
Вот мы проводили анализ, это еще был 18-19 год, вот этот отопительный сезон. Мы поняли, что за 5 месяцев отопительного сезона мы ни разу не дышали безопасным для нас воздухом. С началом холодного периода, с началом отопительного сезона у нас начинает расти содержание диоксида серы, содержание мелких твердых частиц, которые находятся в воздухе. Они напрямую связаны именно с холодным периодом, именно вот зимним сезоном года. And we have found out that the coal that you are using in the houses, it's a low quality coal. There is a lot of sulfur in the coal, and also the burning facilities where they burn the coal, they are not good quality. They are producing a lot of dangerous particulates and also other air pollutants. Измеряли уровень поллютантов внутри жилища, называется, то есть когда в юртах этих топятся печи и внутри помещения, когда эти печки не герметичные, они выпускают вот эти вредные вещества, и люди, которые даже заведомо не курящие, у них легкие страдают, как у курящего человека. Если это вред кизика такой, да, что может, к чему может привести вот эта вот смесь, гремучая смесь смога? Об этом только страшно даже думать. Especially the particulates that are formed from burning of fossil fuel like coal here in Bishkek. So those are very small particulates, but in addition to that they are small, they have a lot of different kind of chemical compounds inside the particulates, like heavy metals that are in a way also harmful. And the fine particulates, the dangerous of those is that when you breathe air, they penetrate very deep into your lungs. And even those particulates can penetrate to your blood circulation. And in that way, they can have very dangerous health impact to the human health. Но, к большому сожалению, вы сказали 2019 год. Так вот, с 2019 года у нас поменялось 4 премьер-министра. Ну, я министров даже в счет не беру. То есть, соответственно, ни одно решение до конца не было доведено. И вообще за 31 год независимости у нас 32-й премьер-министр. Поэтому до сих пор вот мы видим отсутствие принятия, да, проблем, потому что новые власти приходят, и они сначала отказываются, они говорят, как это? Как это у нас такой воздух грязный? Мы не верим. Скажем, ситуация с Новиковым, который нас в прошлом году собрал, как раз ранней весной, когда было холодно, как раз был пик вот этого смога, он сказал, ребята, я с вами, я за чистый воздух, я вам как бы помогу там ужесточить законы, чтобы те, кто катализаторы снимает, мы рекультивируем свалку, мы там, в общем, примем ряд шагов, чтобы не было такого токсичного смога. Но это все он обещал сделать, он даже дату назвал, там, до сентября 2021 года. Сейчас 2022, Новиков, где никто не знает, он в каком-то фонде сидит. За последние 2 года, если я не ошибаюсь, в городе было 12 или 13 мэров. Это с середины 2020 года вот по нынешнее время. 22 год начала. Последние 7 месяцев? За последние 7 месяцев 4 мэра. Мэр каякта десе, эчким каякта экенин айта албайт. Мэр каякта болмок эле, мэрди эмне кезде атабыз? Мэр ыш боюнча, кыш боюнча эмес, футбол ойнош керек. Ойлуу турам балкондо футбол болот Алтондо деп азыр
ушул футбол өтө таасирдүү болуп аткан учурда элдин кыштанышка көмүлүп калышы ага анчалык деле таасир бербейт. Город Бишкек, между прочим, самый грязный город в мире. Соцсеттерде мына рейтингтерде жүрөт. Эмне кылып атасың? Это же, извините, это преступление против собственного народа, против здоровья человека. Вы нарушаете конституционное право на чистую среду, на нормальные условия жизни. Вот на что вы покушаетесь. Элдер акцияга чыгып атат. Элдер бул түтүн боюнча кандай деген сөздөр айтылып атат. А силер отурасыңар комитет. Биз карай элекпиз, биз билебиз. Билсеңер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Чечимдерди силер бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качать этип бербегиле көп. Есть правительственный план по улучшению экологической ситуации города Бишкек на 5 лет. В 2018 году подписан Бороновым на тот момент. Сапар Исаков, он тоже создал тогда рабочую группу межведомственную. И этот план дорабатывается каждый год, потому что премьер-министр приходит и говорят, почему меры какие-то, наверное, плохие, воздух не улучшается. Я понял, надо план доработать. Вот как только мы доработаем план, тогда он станет рабочим. То есть до этого люди работали, он был нерабочим. Этих планов уже сотни. Уже надо перестать создавать комиссии, которые будут вырабатывать планы. Уже нужно начать что-то делать. А у нас этого, к сожалению, не делается. И нельзя сказать, что государственные чиновники, муниципальные чиновники ничего не делают. На протяжении этих лет они исполняют постоянные меры, такие как регулярные проверки, допустим, бань, саун, какого-то производства, цехов, контроль осуществляют, да, и так далее, и так далее. То есть информированием занимаются. Но видим ли мы результаты этой деятельности? Самым основным результатом было бы то, что воздух у нас улучшался бы, да? Какой-то хоть немного улучшался, и мы бы не били рекорды, не были бы в рейтинге на 3-м, 1-м, 6-м, 8-м месте среди 106 городов мира. Это был бы лучший показатель работы наших государственных и муниципальных органов. К сожалению, мы сегодня этого не наблюдаем. Поэтому я считаю, что если вы много работаете, вы действительно работаете над тем, чтобы улучшить качество воздуха, значит, вы занимаетесь не тем. Значит, нужно пересмотреть, сделать мониторинг и оценку этих предпринимаемых мер, да, и делать их более эффективно, либо перестать это делать и заняться чем-то другим, если вы считаете, что это неэффективно. Очень много проводилось исследований на тему того, какое именно воздействие оказывает смог на здоровье экосистем, на здоровье людей. И можно сказать, что именно фракция меньше 2,5 микронов, PM2,5, она оказывает наибольшее вредное воздействие на человеческий организм. При определении содержания твердых частиц мы определяем количество этих частиц. А из чего эти частицы состоят, мы их не знаем, да? Эти частицы из-за своего химического состава, он может быть любым, химически активны, и в организме начинают взаимодействовать с метаболизмом человека, приводя к негативным последствиям. Например, ребенок родился здоровый, да, все нормально, живет, например, где-то в центре города, нюхает этот смог с детства, да, естественно, у него слизистая бронхов будет слабая, то есть он будет подвержен частым каким-то респираторным заболеваниям. Потом через энное количество лет это перерастет в какое-то хроническое заболевание, и потом через энное количество лет она приведет к уже взрослом состоянии к инвалидности, и все. И ранней смертности, естественно. Даже не по медицинским исследованиям, не по статистике, согласно, мы даже просто сами уже можем об этом говорить, согласно своей семьи,
или согласно, вот, не знаю, жителей маленького там, двора или нашего окружения, которое состоит из коллег и друзей, мы можем уже делать выводы, что в последнее время у нас очень много становится аллергиков. Умар уулум неберем уулум деле ооруду, нар кызым деле могу кызым деле баягы күнү ооруптур, анамурум деле ооруп. Эми баардыгын эле экологиядан таза эместен дегенден дагы неме кыласың, андан эле андай дебейин десең, карасаң балдардын оорусу көп да. Мына азыр больницага барсаң, больницада бүт эле бала көтөргөн неме. Былтыр ошол жанагы неберем дагы ошол каза болуп калды, бир жашка чыккан неберем. Бүгүн дары ичтиңиз беле? Эртең ичкем, чакыралар. Үйдө тура аласызбы? Артты караңыз. Терең дем алыңыз. Демди чыгарыңыз. Дагы. Дем алып, демди чыгарасыз. Дагы. Dem alып, демди чыгарыңыз. Ошол дарыларды ичпей калгандан бери одышкаңыз көбөйүп аткан жокпу? 2 күндөн бери скор чакырып эле. Эмем деметип, одышкам эме кылып эле кыйналып атам. Атравенттен, сальбутамолдон бөлөк чачма дары чачып көрдүңүз беле? Респира? Респира. Так, чачып көргөнсүз. Жылыш болду беле ошону чачканда? Байкаган жоксуз. Если же мы будем продолжать игнорировать эту проблему, то ситуация будет ухудшаться, и это будет превращаться просто в экологическую катастрофу, причем с очень далеко идущими последствиями для здоровья населения и самое главное, для здоровья наших детей, наших грядущих поколений, потому что именно они будут становиться жертвами этой экологической катастрофы. Последствия из-за смога уже нас настигли. Первое, что я могу сказать, наблюдается отток образованного такого населения, которое просто из-за того, что они более осведомлены и у них есть возможности переехать, они переезжают. Есть люди, которые переезжают там, на Иссык-Куль, даже есть такие, которые просто именно в этот отопительный сезон переезжают куда-то ближе там, к природе.
Но есть такая тоже, начинается уже тенденция, около 3 лет, что просто люди уезжают из Кыргызстана, потому что столица все-таки, да, это самый у нас развитый город. Если даже здесь такая проблема, почему я там, имея ресурсы, имея финансовые ресурсы, там, свой там, интеллектуальный потенциал, профессиональный потенциал, зачем я буду здесь жить? И терять здоровье, да, там, ухудшать здоровье своих детей, зачем мне это нужно? Я лучше перееду. Мы с мужем ранее никогда не предполагали, что возникнут какие-то обстоятельства, по которым у нас возникнет необходимость уехать. То есть в Бишкеке мы пустили крепкие корни, создали нашу семью, мы растили наших деток, обросли успешными бизнес-проектами и только за последний год инвестировали большие финансовые средства в рынок Кыргызстана. Но обеспечить детей здоровой средой для нас все-таки является приоритетной родительской обязанностью. И вот нам пришлось уехать поближе к морю. То есть врачи сообщили нам, что у нашего 5-летнего сына высока вероятность стать астматиком. У моего сына есть пищевая аллергия, к тому же вдобавок участились проблемы с дыхательными путями. Причиной этому послужило низкое качество воздуха в Бишкеке. Ну, по крайней мере, так заявляли нам врачи. И я полагаю, что мы с ними тоже согласны. Вообще вопросы экологических проблем, да, мониторинга, они всегда, мы, наверное, все знаем, что они всегда у нас рассматривались, скажем, остаточным методом. То есть, если деньги остаются, они выделяются на эти вопросы. А если денег нет, то вообще откуда их взять? Какова цена или экономическая стоимость загрязнения в Бишкеке? Ну, во-первых, разные есть. Во-первых, это никто не считал, но вот предварительные результаты анализа, исследований показывают, что смертность в Бишкеке, ну, согласно тем же моделям, например, Всемирной организации здравоохранения, где-то порядка 1000-1200 человек в год. То есть непосредственно от загрязнения у нас умирает около 1000-1200 людей в год. И плюс к этому есть статистика по росту респираторных заболеваний, есть статистика по росту аллергии среди детей. Общий эле жазып атасыңар ба? Бек кылып алган эле жазып алабыз. Жети жаштар. Аллергия болуп вообще кечкеле. Saat 8'e girdi bu, 2 saat oldu. 9'da da? 9:30 деп 9:30 келбейт. Мен 5'te 20-cı orunda. Ben bir жол 4'te varsam 10'uncu oldum. Erteli aralashib keldi. Jashayotgan o'sha qo'yib. 3'te 4'te borib mashinada o'tirgan alishib keldi. Аны биз баягы шаарга түшүп баратканда эле уже жал жактан уже көрүнүп баштайт смогчу. Анан баягы биз уже бүгүн смог аз экен, бүгүн көп экен депчи уже билип калабыз да. Баягы кичине мындай бишек суураак болуп баштаганда смог аябай көп болуп, мындай даже жал көрүнбөй калат. Анан кичине күн жылыганда жал көрүнүп, уже нар жактары эметип калат да. Түндөсү бычыкадан ылдый түштүң, эңкейип жүргөндөй сезилет машинеден. Бүт эле түтүн. Мындай көрүп турат, түтүндү неме кылып атасың, жыртып атасың. Кадимкидей эле запахы деле билинип турат. Ушундай болуп элечи баягы. Мындай турсаң тийчүдөй болуп эле. Ал башка эмне, түтүн да ошол. Каждое домохозяйство оно может само сделать очень эффективные меры по противодействию смога. То есть прежде всего нужно снизить потребление
угля. Каким образом это можно сделать? Это, во-первых, утеплить дом. Ну, бишкекский жилищный фонд, он, большая часть его состоит из старых домов, которые были построены в советское время. Тогда стандарты энергоэффективности были другие совсем, они были намного ниже, чем сейчас. Поэтому, соответственно, те же самые панельные дома, да, которые хрущевки, вот большие девятиэтажки, они просто, если взять современные стандарты, они очень-очень низкоэнергоэффективные. То есть практически, ну вот, наверное, слышали выражение «отапливают улицу». Да? Были исследования, люди ходили, измеряли, сколько потери энергоэффективности в этих домах. И в некоторых старых советских домах они доходят до 70%. То есть если вы, например, загрузили, там, не знаю, угля там, 10 килограммов, там, 7 килограммов вы, получается, просто выкинули, ну, грубо говоря, так, условно говоря, на улицу. Birinci жолы паровой кылганга немесин билбедик бу. Акыркы 7 тоннаны алдым. Албасаң анан балдар кантет. Düşüyor. Yamal gaz sohbet alan gaz kezi gaz kutu österenem anda vakit gösterdi. Gaz aplatası kanda olatan Конечно же, есть простые правила. Это прежде всего нас спасает зелень, нас спасает озеленение. Да? То есть чем больше зелени вокруг нас, тем комфортнее, мягче климат, тем лучше экологическая ситуация в городе. Но опять же, стоит учитывать, что не нужно высаживать, например, зеленые газоны, которые являются, по сути, зелеными пустынями. Да? То есть нужно высаживать именно те виды трав, которые являются типичными для нашей страны. Мы ведь знаем, что вот площадь парков, она существенно уменьшилась, потому что часть парков, скверов просто грубо были отобраны под строительство. Есть, конечно, вот факты, вы, наверное, сами тоже знаете, когда вот в парке Ататюрк были выделены участки под строительство. Крышаны қарап көрсеңер, ушундай ылай жамгыр, ылай кар жады. Мындай болбош керек. Негизи жаган-жаганан, кар жагандан бул сөз түрдө жуулуп кетиш керек болчу. Көрдүңүздөрбү? Аркы крышаны караңыздар. Болгон крышаны эми бул азыр бул туникалуу көрүнбөйт экен, могу жашыл менен кызылды карасаңыздар, негизи бул жуулуп калыш керек болчу. Монундай жаман кар жады. Бул экологиянын таза эместигинен байланыштуу деп ойлоп атам да мен. Наше правительство выбрано для того, чтобы решать проблемы населения. Но добровольно ни одни чиновники ни в одной стране этого никогда не делали. И поэтому, скажем так, стимуляция со стороны населения и прессы и гражданской позиции самого населения неизбежно приведет к тому, что наши чиновники вынуждены будут решать эту проблему. Ну, как это вот случилось в Улан-Баторе и так далее. Я бы рекомендовал, если найдется человек 150-200, которые устанут от того ужаса, в котором они живут, которые могут зафиксировать свои физические страдания, свои болезни, просто сделать такой коллективный иск в сторону как раз мэрии, в сторону наших госорганов. Возьмем загрязнение воздуха. Это является проблемой, которая касается всех индивидуальных жителей в городе, в стране. Но если в демократическом обществе вы можете собираться в группе, вы можете оказывать больше влияния, больше давления на правительство. И это, конечно, менее возможно в стране, где нет демократии. Это демократический вопрос.
Со смогом бороться нельзя. Мы не можем изменить погоду. И естественно, с чем остается бороться, это, скажем так, с сокращением выброса загрязняющих веществ и разумным планированием города. Нельзя просто говорить, там, у нас нет газа, а вот когда у нас будет газ, тогда мы решим проблему. Или у нас нет денег, а вот когда у нас будут деньги, мы все решим. Или действительно, дайте нам финансовые ресурсы, мы все решим. Это не так делается. But also at the same time, the common people, the citizens in a wider perspective, they have to be also educated about the environmental issues and air quality, because this is not only governmental work. Everybody has to put the effort there. It's our common task, so that every measure counts. It doesn't matter how small it is. То есть нужно четко осознавать все-таки, что и ты сам, и твои родные, и дети находятся в зоне риска для здоровья из-за твоих действий. И, может, не всегда стоит совать в печку кусок покрышки только потому, что она валялась рядом, и она ничего не стоит. Нужно переходить на электробусы, на автобусы на газе, если это возможно, конечно, троллейбусы, да. Больше делать приоритет на вот скоростной, ну, допустим, приоритет общественному транспорту давать и, конечно, развивать пешеходную и велоструктуру. У нас не такой большой город. Я, например, по нему с удовольствием хожу пешком. Практически везде, где могу, я передвигаюсь пешком. Если бы это для меня было возможно сделать на велосипеде безопасно или там на скутере, самокате, я бы это делала. Просто пока я не вижу для себя безопасных путей, у нас эта велоструктура еще не развита. Поэтому вот это то, чем также именно на уровне города мы должны заняться в первую очередь. Хочешь, не хочешь, все равно возвращаешься в эту же тему. Хочешь, не хочешь, потому что это очень больная тема. Это каждый человек, это депутат, президент, там, бомж, студент, без разницы. Мы все дышим этим воздухом. И это очень важно. Это очень важно. И у каждого пациента свое точка зрения. Некоторые сказали, большинство, в принципе, я тоже потом уже так подумала, большинство сказали, ну, мы одни что поменяем? Мы одни ничего не поменяем, нам легче покинуть страну и где-нибудь куда-нибудь переехать и там жить. Остальные тихо, молча, просто молча все это дышим и все. Азыр 92 эң эскisi эле 92 жылдагы машиналарды өлчөдүк. Андан кийинкиси эле 2002 жылга чейинки аралыктагы машиналарды өлчөдүк. Ушулардын ичинен баардыгынын эле выброс абдан көп экен. Бул жаңы машиналарга салыштырмалуу. Абдан эле көп деп айтса болот негизи. Мотору толук иштебейби, бензин күйүшү толук болбой жатат да мотордо. Ошонун негизинде выброс абдан эле көп чыгып атат. Ауанын булганга абдан чоң салым кошуп атат деп айтсак болот да. Бала чактагы асман башка, азыркы асман башка. Алма айтып атпаймынбы? Баардык нерсе өзүнүн ыгы менен экен да. В другую страну уехать я не хочу, но я думаю, кстати, активно о том, что, может быть, из Бишкека уехать чуть подальше, вверх. Или я точно думаю, что старость надо проводить не в столице нашей страны. Я же в этом городе живу, я здесь вырос, куда я уеду? Определенно, я бы хотел уехать в регион. Обладая информацией о качестве воздуха в Бишкеке, безусловно, мне хочется отсюда сбежать. По крайней мере, в регионы. Естественно, хотелось бы что-то или менять, или куда-то уехать. Лучше мы направим усилия на то, чтобы решить эту ситуацию со смогом, и я думаю, мы решим его. При первой возможности. Но я вообще рассматриваю в будущем, да, чтобы переехать, может быть, куда-то поближе, вообще ближе к горам. То есть не в городе, а где-нибудь в селах, да? Это наш город, его проблемы решать нам.
Зная экологическую ситуацию в Бишкеке, я бы не уехала. Я бы сделала все для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Сейчас мечтаю переехать за город, в район Воронцовки, ближе к горам. Мечтаю. Смог убивает? Смог, конечно, убивает. Да, безусловно, смог убивает. Смог однозначно убивает. Есть уже факты того, что смог убивает. Да, смог убивает. Смог убивает. Вредит. Смог убивает, если не мгновенно, но постепенно это... Смог воздействует. Смог, конечно, убивает. Конечно, смог убивает. Смог убивает, медленно убивает. Адамдарды